36-я школа второй стол вас здесь. В Доме культуры техника. Так чудесно сохранившимся. Благодаря его директору декану Зишеву Руслану и его сотрудников. Хотя их здесь нет, но давайте их поприветствуем. Это были аплодисменты людям, благодаря энтузиазму которых мы можем здесь играть. Итак, представляем жюри. Помощник. Председателя. Чуть не сказал Государственной Думы. Собрание города Грозного Абубакарова. Председатель, всем вам уже хорошо известны. Нет, это не Вагутуби Шаика. Самурай, что ли? И не самурай. Это начальник Грозненского городского отдела Комитета правительства Чеченской Республики Мусаби. Меня, может быть, тоже кто-то знает. Я тоже сотрудник Комитета по делам молодежи и связанного объединения. Помним наши правила. Я задаю вопрос. Тише в зале. К сожалению, из-за прожектора, который любезно включил наш сотрудник, я не вижу, кто это в зале болтает. Но если мы это узнаем, должны будем вывести из помещения. Итак, тишина, слушаем правила. Правила такие. Тишина. Адам, даже к тебе. Итак, я нажимаю... Нет, я не нажимаю. Это вы нажимаете кнопку. Сегодня вы у нас будете нажимать кнопки. Хорошо, что не отдельно. Я задаю вопрос, даю команду время. После этой команды вы знаете, что нельзя нажимать во время этой команды, а только после. Вы нажимаете кнопку. Вернее, капитан команды смотрит на своих игроков, и как только кто-то дает ему знак, моргнет, поднимет руку, свистнет или что-нибудь еще, тот нажимает кнопку. Я подхожу к столу. Капитан команды встает или не встает, если он не будет сам отвечать. Но он должен назвать человека, который будет отвечать. Если это он сам, он встает, говорит ответ. Если отвечает кто-то другой, он называет имя и фамилию, и этот человек встает, показывается всему народу, присутствующему здесь, и отвечает на вопрос. Ответ правильный, получает свои заслуженные аплодисменты. Фальстарт. Если кто-то нажмет кнопку раньше, то мы его очень сильно накажем, и все уже знаете как. Все знают? Знают. Ясно. Давайте познакомимся с капитанами команды. Я подхожу. Капитан команды встает, говорит номер школы, свое имя, фамилию. Итак. 48-я школа Асмаев Алум. 48-я школа Асмаев Алум. Ваш? 36-я школа Эскиев Беслан. 36-я школа. Школа Михаила Малинкова. И здесь капитан. Эскей Ламале, 14 школа. Пока еще не начали. Тише. Мы хотим еще раз поблагодарить школу, которая до сих пор принимала у себя четвертьфинал, и ее директора 48. Давайте поприветствуем. Итак, если вы знаете уже всех африканских писателей и японских самураев, мы приступаем к настоящей игре. Внимание, первый вопрос.
Что означает, то есть, как переводится, наверное, что означает слово мусульмане? Время. Кто ответит? Слуга Аллаха. Слуга Аллаха. Ваш ответ? Покорный Аллаху. Правильный ответ. 36-я школа за 1 балл. Кстати, наверное, все помнят уже, что мы играем. Надеемся, вопросов у нас хватит. Играем до того, как каждая команда сыграет 2 раза за столом. Вернее, вернется за стол. Итак, следующий вопрос. Какая страна является родиной демократии? Время. 36-я. Кто будет отвечать? Кто у вас был капитан? Греция. Греция. Правильный ответ. Это действительно была Греция. Да, это была Греция, это правильный ответ. 2-0. Следующий вопрос. Очень сложный, как я вижу. Что такое пуанты? Время. Что такое пуанты? Вот девушка знает, но она молчит. И даже один парень знает ответ. И ты знаешь ответ. Надо же, во всем зале, кажется, один я его не знаю. Время идет. Итак, ваш ответ. Может быть, я ошибаюсь, но кажется, это обувь. То есть сейчас сапоги. Но я думаю, надо засчитать этот вопрос, потому что вопрос будет... Вопрос был, что такое пуанты. Пуанты это действительно обувь, но это обувь какая? Это обувь балерин. Следующий вопрос. Следующий вопрос. В старину обычно этот способ использовали пираты, чтобы захватить чужой корабль. Они подплывали к нему близко, подплывали, в смысле, подходили на своем корабле близко и вступали в рукопашную схватку. Как назывался способ? Время. 48-я, и вот ответ. Это абордаж. Это абордаж. Правильный ответ. Счет становится 2-2. Мы продолжаем игру. Вопросы из литературы. Вернее, имеющие отношение к литературе. Какой русский писатель и дипломат был убит в Персии? Время. Фальстаф. Юрий был Фальстаф? Юрий был Фальстаф? Не был Фальстаф. Жюри говорит, что не был. Ваш ответ. Грибоедов. Это был Грибоедов. Я думаю, просто они, кажется, вчера были. Нет, предыдущие команды, предыдущие в лиге мы играли до 5 баллов. Нет. До 3? Да, играют до 3 баллов, я прошу прощения. До 3 баллов играем. Так, 36-я. Движений, которые могли бы что-то подсказать. Не демонстрировать свои ботинки, например. Нет, такого не было, я просто говорю, как
когда в вопросе стоит об обуви, или что-нибудь в этом роде. Если мы решим, что кто-то подсказывает, мы его выведем из зала. Итак, следующий вопрос. Счет 0-0. Из чего состоят молекулы времени? 36-я. Отвечает. Из атомов. Действительно, молекулы состоят из атомов. 1 балл получает 36-я школа. Следующий вопрос. Как называется положительный электрод? Время. Фальстарт? Время. Время. Я спрашиваю у жюри. Фальстарт? Жюри говорит, что был фальстарт. Пиши. Как называется положительный электрод? Ваш ответ? Отвечает Альбейка. Возможно, позитрон. Нет, это не позитрон. Здесь раньше программу. Вопрос? Тише, 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 тише. Вопрос снимается. Вопрос снимается. Никаких привлеканий жюри. Вопрос снимается. Это был Анук. Следующий вопрос. Надо будет назвать точную цифру. До какой температуры накаливается нить накаливания в электролампочке? Время. 36-я. Вопрос повторите. Вы не поняли вопрос, на жаль. До какой температуры накаливается нить накаливания в лампочке? По-моему, 3390 градусов. Нет, это неправильный ответ. У вас есть 1 минута. Что раньше? 48. Кто ответит? По-моему, 2800. Нет, не 2800. 48 раньше говорят, поднял руку. 2012 градусов. Нет, не 3012. И ваш ответ? 3600. Нет. Нет, и не 8000. 2300 градусов. 2300 градусов. Внимание, следующий вопрос. Что происходит с воздухом, если его охлаждают до минус 134 градусов? Время. Ваш ответ? Сжижается. Воздух сжижается. Правильный ответ. Следующий вопрос. Она словно крыса, прячется по углам и делит их пополам. Она словно крыса, прячется по углам и делит их пополам. Время. Ваш ответ? Бисектриса. Бисектриса. Правильный ответ. Теперь успешно зарабатывает еще 1 балл. Вы слишком нервничаете.
Следующий вопрос. Внимание, слушаем вопрос. Отец внука, кто он? Время. Ваш ответ? Отвечает Альбика. Отец внука дед? Нет, это не дед. Ваш ответ? Сын. Сын, правильный ответ. 36-я школа зарабатывает второй балл. Счет становится 2-2. И мы поищем вопрос посложнее. Черный герой картины Казимира Малевича с временем. Я. Отвечает Альбика. Черный квадрат? Черный квадрат. Совершенно правильно. 36-я школа меняется с 38-й. Как называется созвучие окончаний стихотворных строк? Время. 38-я. Кто ответит? Я. Это рифма. Это рифма. Правильный ответ. 38-я зарабатывает 1 балл. Придется немного подождать. Птица-секретарь. Кто может ответить? Не на балл вопрос. Не на балл. Чем питается птица-секретарь? Ну так и знают. Альбика отвечает так, как будто она только что побывала в Африке. Они действительно питаются змеями и ящерицами.